Диляра, а где все-таки сложнее? Бороться за призовые места на подиуме среди красоток или среди спортсменов художественной гимнастики, например? Скажу, что и там очень сложно. Ты везде борешься, везде добиваешься. И соперницы все хотят победить при этом? Да. Поэтому, что в спорте, что в конкурсах красоты, везде нужно бороться, везде есть свои сложности, свои нюансы. Исянмесс хөрмәтле дуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». Внимание! Сегодня с нами готовит спортсменка, студентка, обладательница титула «Мисс Татарстан-2016» Диляра Ялалдинова. Диляра, здравствуйте! Здравствуйте. Какая шикарная, красивая корона у вас. Спасибо большое. Я пришла не с пустыми руками, я тоже принесла подарок, уж Давайте угадаю, там тюбетейка. Нет, Чак-чак. нет. Я сдаюсь, говорите. Это тоже моя маленькая корона с одного из конкурсов. И я хочу, чтобы она напоминала обо мне. Вот. Такого подарка на нашей кухне еще не было. Чтобы корона не мешала сегодняшней готовке, мы ее уберем. Угу. Предлагаю. Давайте и мою корону положим туда. Да. Диляра Ялалтынова, Мисс Татарстан-2016, мастер спорта России по художественной гимнастике. Родилась в Лениногорске. С 3 лет занимается художественной гимнастикой. Сейчас Диляра – студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма по направлению художественная гимнастика. После победы на конкурсе «Мисс Татарстан-2016» представляла нашу республику на конкурсе «Мисс Россия-2016» и вошла в топ-12. Диляра Ялалтынова – победительница регионального конкурса таланта, грации и артистического мастерства «Краса студенчества Татарстана-2015», 10-го всероссийского конкурса «Мисс студенчества России-2016», королева студенчества стран СНГ 2017 года. Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в этом году в Сочи. Диляра, расскажите, пожалуйста, нам, что мы сегодня с вами будем готовить? Мы сегодня будем готовить татарское традиционное блюдо губадия. По какому-то современному рецепту со своими нюансами. По рецепту, которого меня учила мама. Но если смотреть на ингредиенты, здесь все классическое. Рис отварной, яйца, тесто дрожжевое сегодня у нас, изюм и кырт. Все правильно. Мука. Ну-ка. Она тоже нам понадобится. Так, чем я могу помочь? Специальное задание – накрошить яйца, а я пока займусь тестом. Диляра, вот несмотря на ваш еще достаточно молодой возраст, скажите, пожалуйста, опыт приготовления блюд у вас большой? И любите ли вы вообще готовить? Да, готовить я очень люблю. Я хочу сказать, что я сейчас студентка, я из города Лениногорска, и я живу одна, без родителей, поэтому я очень часто готовлю. Меня в детстве научила как Абика, так и мама готовить татарские блюда. Фраза «татарские блюда» и стройная фигура, они ведь не совпадают, мне кажется. Ой, Как это можно сочетать все? Все в меру, все в меру. Но поддерживать идеальную фигуру, мне кажется, помогает ведь и спорт. Да. Не зря вы, позвольте я похвалю, мастер спорта по художественной гимнастике. Вот Спасибо. так вот. Расскажите о себе немного. С 3 лет я занимаюсь художественной гимнастикой. Я начала в городе Лениногорск. Мой первый тренер – это Сучкова Ольга Алексеевна. Благодаря ей мы достигли больших высот. И в гимнастике одно из главных условий является это идеальный вес. То бишь диета, Да. правильное питание. Да. Для раскатывания теста нам понадобится скалка. Пожалуйста, Диляра. Спасибо. Диляра, а любовь к спорту кто вам привел? Семья? У вас семья спортсменов? Не скажу, что спортсмены, но мои родители также занимались спортом, но не профессионально для себя. Но в гимнастику меня привела мама, и она как раз-таки, так скажем, заставляла ходить. На начальном этапе дети не хотят ходить. Да, кстати, об этом многие знают, что. А потому что сложные тренировки. Да, во-первых, у нас есть растяжка, и никто из детей не любит терпеть боль. Точнее, никто не любит, никто не понимает, что это надо. Диляра, получается, вы закончили спортивную школу в Лениногорске. Да. И решили покорить Казань. Да. Кстати, а не было такого, что все, художественная гимнастика надоела, поеду-ка я в Казань, поступлю юриста? Нет. Я хочу сказать, что такой период наступает у каждой гимнастки, он от 13 до 14 лет, когда гимнастка хочет завершить свою карьеру, потому что ее друзья, подружки, они все гуляют, развлекаются, а после школы начинается тренировка, и не одна, а две. Диляра, а вот что вам помогло справиться с этим переломным моментом в 14 лет?
Это, конечно же, наставление тренера и родителей. Ведь также я сама понимала, что от меня все зависит, стану я мастером спорта, не стану. Кстати, звание мастера спорта во сколько лет вы получили? В 16 лет. В 16 лет? Да. То есть еще в Лениногорске? Да. Кстати, а вот звание заслуженного мастера спорта, оно помогает как-то при поступлении в ВУЗ? Да, я, так как учусь в спортивном вузе, Угу. мы обязаны были сдать единый государственный экзамен и также общая физическая подготовка. Но вот если ты являешься мастером спорта, у тебя автоматически 100 баллов. То есть это большой плюс при поступлении. Хорошо, а какие еще спортивные достижения есть? Также, да, мы становились как победительницы всероссийских турниров, чемпионатов. И также в свое время становились чемпионками Республики Татарстан. Диляра, а вот в будущем вы как видите себя? То есть детским тренером, да? И вообще связываете ли дальнейшую жизнь с художественной гимнастикой? Да, безусловно, я и поступила ради того, чтобы стать тренером, получить образование спортивное, чтобы в дальнейшем передавать свой опыт подрастающему поколению. Как вы думаете, вот если бы не художественная гимнастика, в каком бы виде спорта вы могли добиться таких же высот? Я думала по поводу этого вопроса, я думаю, что это фигурное катание, так как тоже грация, эстетика, это мне ближе всего. Руслан, пожалуйста, смажь сковородку растительным маслом, потому что основа губди у меня уже готова, осталось только переложить ее. Так. Диляра, у вас очень насыщенная, спортивная, яркая студенческая жизнь. Да, вы правы. Ведь недавно Диляра принимала участие в международном фестивале молодежи, который проходил в Сочи и собрал все такое талантливое поколение. Со всего мира приехали Да, студенты. приехало 30 тысяч участников. И как вы попали в этот список, Диляра? Путевку на конкурс я получила на всероссийском конкурсе «Мисс студенчества России», потому что я стала победительницей данного конкурса. Я была одна из первых, кто был заявлен на этот фестиваль. Поздравляем. Спасибо. Что дала эта путевка? Что интересно было буквально в 2 словах? Я считаю, что этот фестиваль объединил студентов со всего мира. Наша задача была это общаться, обмениваться знаниями, опытом. Диляра, кстати, по телевидению я видел, как этот фестиваль посетил наш президент Владимир Владимирович Путин. Удалось ли вам его лицезреть? Да. Я хочу еще сказать, что помимо президента России приехал наш президент Рустам Нургалиевич, который посетил и посмотрел стенд Республики Татарстан, который мы готовили, который мы представляли для всех участников. То есть поездка была очень даже запоминающаяся, ведь увидеть сразу 2 президентов, и Татарстана, и России, удается не каждой студентке. Диляра, вы сказали, что вы попали на этот фестиваль благодаря победе в конкурсе «Мисс студенчества». Да, и правильно. Как вы решили принимать участие? Ведь вы спортсменка, у вас учеба, и тут тебе конкурс красоты. Кто пригласил вас? Мой первый конкурс начался еще с института. Меня пригласили представлять свою академию на республиканском конкурсе. Он тогда назывался еще «Краса студенчества Татарстана». Я приняла участие, одержала победу, и одно из условий было представлять Татарстан на всероссийском конкурсе. И спустя год я поехала на Россию представлять Татарстан и тоже одержала победу. Нет, вот победа, конечно, это хорошо, но какие вот секреты есть? То есть у вас ведь и учеба, и спорт, и держать себя в форме, ведь между конкурсами, вот, как вы сказали, практически год проходит. Я считаю, что мои победы связаны это со спортом. Ведь спорт научил меня добиваться поставленных целей, быть целеустремленной, То ответственной, есть определенная такая самостоятельной. закалка характера, да? Да, потому что конкурс – это тоже, так скажем, спорт, где нужно соревноваться, доказывать, что ты лучше. Диляра, а где все-таки сложнее? Бороться за призовые места на подиуме, среди красоток или среди спортсменов в художественной гимнастике, например? Скажу, что и там очень сложно. Ты везде борешься, везде добиваешься. И соперницы все хотят победить при этом? Да. Поэтому, что в спорте, что в конкурсах красоты, везде нужно бороться, везде есть свои сложности, свои нюансы. Диляра, кстати, очень много слухов, особенно вот про конкурсы красоты ходят, о том, что якобы там соперницы перед выходом на сцену, кто-то кому-то там иголочку в туфельку или платье порезали. Было что-то такое у вас? Прическу вам испортили? Я считаю, что это миф, это стереотип, который сложился за много лет. Вот. Я думал, вы мне сейчас 3-4 истории. Это правда стереотип, потому что я хочу сказать, что благодаря конкурсам я обрела столько друзей, с которыми мы общаемся до сих пор, они все разбросаны по России. И если я приезжаю в какой-либо город, я могу спокойно позвонить, встретиться. Говорили, что нет друзей, особенно модели в бизнесе. То есть каждый сам за себя. А вы такие красивые истории рассказываете о дружбе, о знакомствах навеки.
Ну, я же не говорю, что это со всеми участницами, но о том, чтобы мы там подсыпали стекла в туфли, такого не Такого было. не было. Просто с некоторыми девушками мы очень близко общаемся, а некоторые даже... Просто есть люди, которые сначала там тебе говорят, там, на протяжении подготовки, мы так рады, а когда ты становишься победительницей, никто не подойдет и не поздравит. Диляра, между тем, все ингредиенты практически у нас готовы. Рис мы отварили заранее, помыли изюм, курт готов, яйца накрошены и крышечка тоже готова. Да, у меня с тестом тоже все готово. Теперь, Руслан, растопи, пожалуйста, сливочное масло. сливочное масло, сейчас, секундочку. А мы будем сейчас заполнять нашу гупудию. То есть самый интересный процесс начинается. Да. Первый слой это должен быть рис. Тонким слоем мы должны его равномерно распределить. Диляра, я не знаю, слышали вы или нет, но у губуди бывает несколько рецептов. Один из них – это губудия из мяса. Да, я слышала об этом, но я люблю сладкие блюда, поэтому... Поэтому сегодня классический рецепт. Да. Диляра, хотел бы поговорить про конкурс «Мисс Татарстан 2016». Да. Все-таки это наш главный республиканский конкурс красоты, победительница верно. которого отправляется уже в Россию, Да. представляет наш регион. Расскажите о нем. Сложно ли было? Ведь там конкуренция намного сильнее, чем в «Мисс Студенчество». Не скажу, везде Нет? есть конкуренция, да. Если интересно про «Мисс Татарстан», это это самый главный конкурс, самый главный. престижный, да, конкурс в Татарстане. Да, кстати, хочу сказать, что уже в декабре стартует кастинг на 20-й юбилейный конкурс красоты. Желающие красавицы Республики Татарстан померить вот эту корону красивую, да? Да, то есть уже в декабре стартует кастинг, а в январе состоится финал. Этот год он будет юбилейным, поэтому он будет... Победить в нем будет вдвойне престижней. Да, пользуясь случаем, приглашаю всех девушек, кто смотрит нашу передачу. Так, кстати, какой возрастной ценз? Сейчас вот моя сестренка 35 лет пойдет участвовать. Можно или нет? Нет, есть ограничения, это от 14 до 23 лет. Так что девушки, победить в 20-м юбилейном финале «Мисс Татарстан 2018» будет в 2 раза престижнее. Дерзайте. Руслан, можете попросить подать мне сахар? Давайте я по себе помогу. Давай. Тут не так много, да, мне Да, кажется? чуть-чуть. нужно? Что у нас далее? Далее у нас следует рис. Хорошо. Диляра, расскажите, пожалуйста, нам, вот чтобы участвовать в конкурсе красоты, достаточно быть только красивой или нет? Нет, конечно же нет. Победительница и вообще даже участница конкурса, она должна быть талантливая, амбициозная, целеустремленная. Знающие иностранные языки, наверное. Да, одно из главных критериев, потому что в дальнейшем есть вероятность, что модельное агентство пригласят ее работать за границей. Хорошо, вот я, конечно, сам несколько раз был на конкурсе красоты и проводил их. Больше всего мне нравится конкурс таланта. Кто-то поет, кто-то читает стихи, и ты смотришь на участниц совершенно по-другому. В каком образе вы были на конкурсе «Мисс Татарстан 2016»? Я хочу сказать, что у нас есть промежуточный конкурс. Это «Мисс Талант» и «Мисс Бикини». То есть это не на самом финале, это отдельный день выделяется, где девушки представляют свои таланты. Так как я гимнастка, у меня был гимнастический номер. Я хочу сказать, что я и на «Мисс Талант» одержала победу, и на «Мисс Татарстан» я еще становилась «Мисс Талант». Вот, дорогие друзья, как полезное занятие спортом. Да. Итак, рис, я думаю, достаточно. Да, вот сейчас мы Дальше его у нас- поправим. Следует яйца. Все правильно. Так, давай я помогу. Диляра, еще хотел спросить про корону, в которой вы сегодня зашли на нашу студию. Такая красивая, грациозная, наверное, дорогая. Это корона, кстати, «Мисс Татарстан»? Нет, это корона конкурса «Мисс Студенчества России». Корона «Мисс Татарстан», она у нас переходящая, потому что она драгоценная, из драгоценных камней. Поэтому она переходит из года в год новой победительнице. То есть корону «Мисс Татарстан» невозможно унести со сцены. Нет, ее нельзя ни домой, ни на передачу. Так как корона «Мисс Татарстан», она драгоценная, она хранится за стеклом, но на мероприятии она нам выдается. Строго по записи. Примерно так. Конкурс продолжается, и очень будет глупо потерять или испортить корону. Все понятно. Все секреты мы вам раскрыли. Так, и последний слой идет у нас Изюм. изюмчик. Дядь, скажи, пожалуйста, какая нагрузка ложится на твои плечи? Вот как обладательница титула «Мисс Татарстан», какая миссия у тебя? Победительница «Мисс Татарстан», я буду говорить не только про себя, а про всех победительниц. Получив титул, она в течение года, так скажем, должна представлять Татарстан на всех всероссийских и международных конкурсах. То есть после «Мисс Татарстан» следует практически через месяц конкурс «Мисс Россия». Представительницы «Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» едут представлять республику и город на всероссийском конкурсе.
Кстати, намного сложнее выступать за пределами Татарстана. Да, в Татарстане у тебя есть друзья, близкие, которые приезжают, поддерживают, а там ты одна. И на Мисс России подготовка идет около месяца. Кстати, ну а как ты совмещаешь с учебой? Все стараюсь успеть. Чем больше дел, тем больше успеваешь. Да. Так, изюм мы уже разложили, теперь последний слой, это нужно залить маслом. Так, давай, не обожгись, Да, это всё. сделаю я. Говорят, губадию маслом не испортишь, Да. поэтому заливаем все. Диляр, после конкурса «Мисс Татарстан», как ты уже сказала, ты поехала на конкурс «Мисс Россия». Какие там успехи? Расскажи. Также на Мисс России есть промежуточный этап, это конкурс талантов и конкурс национальных костюмов. На конкурсе талантов я одержала победу. И также на самом финале я вошла в топ-10 финалиста конкурса Мисс России. Топ-10. Это достойно аплодисментов. Молодец, Диляр, Спасибо. молодец. У нас сейчас крышечка. Вот этот момент я всегда говорю самый ответственный, потому что крышечку надо собрать все красиво, Да. аккуратненько, потому что у настоящих татарских хозяек губадья бывает не только вкусный, Ну и красивый. но и красивый. Ну, мы попробуем. Да. Мы должны сейчас сцепить основу и крышечку. А я напоминаю, что Диляра сегодня участвует в нашем кулинарном конкурсе красоты. И подтверждение тому – красивая губадья. А по-настоящему губадья станет красивой после того, как мы ее отправим в духовку. Прошу, сделаем мы это прямо сейчас. Давай откроем. Губадья подрумянится, приготовится. Опа. Закрываем нашу духовочку, подождем 40 минут и после рекламы вновь увидимся с вами, дорогие телезрители. Губадия. Предварительно замесили дрожжевое тесто. Затем отварили яйца и рис. Большую часть теста раскатали и выложили на смазанную растительным маслом форму. На тесто тонкий слой риса. Затем слоями корт, еще один слой из риса, рубленые яйца и изюм. Всю начинку щедро полили растопленным сливочным маслом. Из оставшегося теста раскатали крышечку, затем сформировали губадию, смазали растительным маслом и отправили в духовку на 40 минут. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни», и мы продолжаем сегодня готовить с очаровательной спортсменкой, студенткой, отличницей «Мисс Татарстан 2016» Дилярой Ялалтыновой. Диляра, спасибо, что пришли. Очень много секретов красоты и как попасть на конкурс рассказала нам, и в том числе рассказала и напомнила телезрителям, как приготовить губадию. Да. Губадия у нас готовится, у нас осталось тесто. А сейчас из оставшегося теста Вот. я научу приготовить вкусный быстрый десерт. И название этого десерта? Пирожки с яблоком. Хорошо. А ты пока нарежь яблоки. Я так и думал. Так, яблочки мы режем, наверное, мелко. Да. Кстати, Диляр, я видел у вас в соцсетях, на вашей страничке в Инстаграм, вы выставили благодарность от самого Мутко. Да. Расскажите, как она у вас появилась? Это благодарность в честь чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в 2015 году у нас в Казани. Я была в составе наградной группы, где на протяжении всего чемпионата мы награждали победителей. Красиво и грациозно выносили медали Да. на награждение. Да. Также мы принимали участие на универсиаде. Планируется у нас чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills. И надеюсь, что нам удастся снова принять участие. А какие-то, кстати, переживания есть, когда вот вроде награду, несешь, не боишься споткнуться там? Есть какие-то такие переживания? Или все стандартно? Идешь, улыбаешься? Переживания всегда есть, но это все приходит с опытом. Успеваете ли вы, кстати, во время своей работы знакомиться со спортсменами или фотографироваться? Да, успеваем. То есть до награждения вот на чемпионате мира по водным видам спорта мы выходили вместе со спортсменами. И удавалось... Сфотографироваться, сделать селфи? Да. Кстати, а вот и чемпионат мира по водным видам спорта, который прошел в Казани, там было несколько видов соревнований. Что вам больше запомнилось? Некоторые просто никогда не ходили на них и влюбились, кто в водный поло, кто в прыжки с высоты. Что вас вдохновило? Прыжки в воду, также синхронное плавание, ведь это уже близко ко мне, так как я гимнастка. Там тоже есть и грация, эстетика. Диляр, скажите, пожалуйста, а навыки участия в конкурсах красоты, они как-то сейчас вот пригодились в повседневной жизни? Да, пригодился. Так как я учусь в ВУЗе, у нас тоже проводится ежегодно конкурс красоты и талантов «Мисс Академия», где я являюсь организатором данного конкурса. Мы уже провели в том году конкурс, точнее я провела, и в этом году планируем еще провести «Мистер Академия». Вот я как раз хотел спросить, потому что когда я учился в институте, кстати, я в 2010 году стал мистером своего института.
Насколько охотно ребята идут в такие конкурсы? Ну, Сложнее сказать- вот набор, я имею в виду, Ну да, организовать? набор, он довольно-таки меньше. Ну, меньше желающих, да, поучаствовать? Да. По поводу нашего вуза не могу сказать, потому что мы только начинаем его. Но в вашем вузе все мужчины спортсмены. Да. Да, мне кажется, с этим проблем не будет. Мы надеемся, чтобы пришло много людей на кастинг. Я вот на днях была в жюри на конкурсе «Мисс» и «Мистер Энерго», где тоже впервые проводится конкурс «Мистер Энерго». Пришло Самый много парней. энергичный мужчина Да, института, пришло университета. много парней на кастинг. Мы всех взяли. Тесто я уже раскатала, подготовила. Теперь наша задача разложить яблоки и красиво собрать. Сейчас следует добавить масло и ложку сахара. В каждый пирожок, да? Да. Каждую начинку. Так, помоги мне, пожалуйста. Так, раз, два, три. Диляра, я остался. У меня вопрос, который на самом деле я хотел задать тебе уже в начале нашей программы. Свободно ли сердце Мисс Татарстан 2016? Свободно. Свободно, дорогие друзья! Я начинаю лепить. Так, хорошо. Покажи мне, как ты это... То есть, получается, мы такие конвертики делаем, да? Да, Так, соединяем. уголки нужно Уголочки. соединить. Кстати, я подготовил противень. Мы его Молодец. смазали уже сливочным маслом растопленным. И пирожки тоже будем отправлять в духовку. Сколько они готовятся, кстати? 20-30 минут. 20-30 минут. Да. Кстати, вот какая красота получилась. Давай помести в мои ручки, я покажу зрителям. А говорят, модель не умеет готовить. Очень даже красиво. Да, говорят так, что вы все время на подиуме, времени на готовку нет, а тут такая красота. Самое важное хорошо скрепить тесто, чтобы сок, Чтобы яблочный сок, да, потом не вытекал. остался внутри. От этого пироги будут и сочнее. И вкуснее. Вот такие красивые пирожки у нас получились. Мы их кладем на противень. И наши пирожки мы отправляем в духовочку. Ждем их приготовления. Ставим чайник, накрываем на стол. Будем пробовать. Пирожки с яблоками. Тесто раскатали и нарезали на квадраты. Яблоки нарезали кубиками. Выложили яблоки на тесто, добавили по кусочку сливочного масла, присыпали сахарным песком. Далее сформировали конвертики. Выложили пирожки на смазанный растительным маслом противень и отправили в духовку на 20-30 минут. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. А также не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Вы подписались на наш канал на Ютубе? Конечно. Сделайте это обязательно, попросите своих друзей. Канал очень интересный, вкусный и красивый. Как и сегодняшний наш стол. Прямо сейчас мы попробуем губадью по классическому татарскому рецепту, приготовленному Мисс Татарстан 2016. Прошу, Диляра. Ну, в принципе, я тоже приглашаю себя. Итак, такая рассыпчатая. Аромат прекрасный. А вкус замечательный. Диляра, губадья мне очень понравилась. Действительно, приготовлена со вкусом, с настроением и по маминому рецепту. Молодец, так держать. Спасибо. Диляра, большое спасибо за то, что нашла время, пришла к нам на передачу. Все было очень вкусно. И спасибо, конечно, за небольшие секреты конкурсов красоты. А вам спасибо большое за приглашение. Надеюсь, увидимся вновь. Дорогие друзья, это была программа «Секреты татарской кухни». С нами, как всегда, вкусно. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Всем спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Tatlar xanı başları, yük təmli həm fayda.